Самшитовая огневка, попавшая на территорию Абхазии в 2012 году, уничтожила большую часть самшитовых насаждений в нашей республике, что нанесло большой урон экологии страны. В целях сохранения этого вида декоративного растения Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция выращивает самшит, который в дальнейшем можно будет пересаживать. На сегодня тенники, которые созданы, это сделано специально, рассчитаны для выращивания самшита, которые, к несчастью, процент осталось где-то 4% в Абхазии, которая она дошла до критического положения. Оно само не может восстановиться, если мы не поможем его в естественную среду выращенные пересадить. Европейский Союз, а также продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начали оказывать поддержку в выращивании саженцев самшита с 2019 года с целью сохранить и восстановить эндемичный вид. Начиная с 2017 года реализуется проект, который называется «Создание благоприятных условий для здоровья лесов, растений и животных» в рамках программы Европейского добрососедства. И в рамках этой программы мы реализуем различные мероприятия, это мониторинг, просветительское мероприятие, а также техническая помощь для того, чтобы оказать защиту для таких деревьев, как каштан, самшит и также пальмовые деревья от различных инвазивных вредителей. На сегодняшний день высажено 2000 саженцев самшита колхидского. Партнером ФАО выступила местная общественная организация Апсабара, которая занималась сбором семян и мониторингом наличия самшитовой огневки. Когда к нам обратилась уже ФАО с предложением реализовать настоящий проект, о котором мы говорим, мы восприняли это с оптимизмом, тем более, что обнюлась эта организация, которая вообще представляет для нас очень большой интерес в смысле потенциала научного, интеллектуального, опыта своего восстановления лесов, в развитии питомников и так далее, и так далее. Семена мы начали собирать с самого начала, до начала настоящего проекта. Просто в этом году очень большой урожай семян. Мы просто так или иначе занимаясь мониторингом самшита, просто обратили на это внимание и решили запастись. По словам директора Института экологии Романа Дбар, данный проект необходим в целях сохранения самшита. Питомник, который мы сегодня с вами увидим, он является своего рода первой ласточкой. Это первый шаг в очень серьезной долгосрочной работе по восстановлению самшита. Но при этом возникает сегодня еще одна проблема, которую сегодня ее же и нужно озвучить, потому что любой проект должен обладать устойчивостью. Устойчивость любого проекта – это возможность его продолжения. После официальной части открытия питомника ее участники с удовольствием посеяли семена самшита. Возраст этих саженцев от 6 до 10 лет. Сзади у меня, видите, здесь около 1000 посадочного материала. Следующей осенью уже можно будет высаживать на то место, где оно должно расти. Начиная с 2018 года при финансовой поддержке Европейского Союза ФАО ООН оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по усилению борьбы с основными вредителями – мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой. Шазина Ханагуа, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.